Мы понимаем, что родители всегда будут волновать, что ест ребенок, находясь в образовательном учреждении. Будут это дошкольное образовательное учреждение, будет это школа, какая температура в помещении, где он содержится, практически большую часть времени. Как идет образовательный и воспитательный процесс, какое качество преподавания в этих образовательных учреждениях. Мы отдаем своих детей в учебные заведения и должны удостовериться, что игра ведется по правилам, что все выполняется согласно прописанных норм. Нашей задачей будет выезжать на места, где-то решать вопросы, подключаться, помогать другим родителям, просвещать их и где-то даже представлять, может быть, их интересы. Мы указываем в сборнике, что такое родительская инициатива, чем она отличается от общественной организации, от политической партии, от профсоюзов. Также мы включили в сборник должностную инструкцию директора, потому что мы столкнулись с тем, что родители очень часто достаточно осторожно относятся к директору, считают, что у него безграничные возможности. Esas mevzusu bu milli tahsildir. Şimdiki mana bugungi alda biz ko'ramiz, bizim milli tahsilimiz zo'r alda qolgani ve çeşit türlü meseleler çıqa. Bu milli sınıfların statusunu denişuvi, fen olarak öğrenmege müdürler imkan vermeler. Якщо порівнювати кількість заяв, то десятки разів менше, якщо не в сотні, може десь, чи їх взагалі може не бути тих батьків, які хочуть, щоб їх діти вивчали українську мову. Але то не тому, що вони не хочуть, а тому, що вони бояться, і це дійсно велика проблема. То в Крыму все родители должны встать, потому что это наша земля, мы коренной народ этой нашей земли. И хотелось бы, чтобы никто не боялся и не забывал о том, что мы крымские татары. И добивались всего в рамках закона.